Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наш канал о спасенных и пристроенных. Чем больше спасаю, тем больше уделяю времени вопросу пристройства. Ведь это самый сложный процесс – пиар и поиск семей. И нельзя их только набирать, не пристраивая. К сожалению, есть на передержках и долгожители, которые живут уже по 3-4 года. Но тут уже и судьба, и везение играют роль, и сложная ситуация в мире. Сегодня я расскажу о нескольких счастливцах. Итак, девчушка Леся, спасенная из недавних в ППЖ. Забитая, зашуганная, на мутном видео черная щенулька, толком и не видно, кто там. Только понимала, как ей страшно пошевелиться, не то что жить, не то что выжить там. Ну вот, а судьба распорядилась быть счастливой. Один миг, один шанс быть увиденной на видео, сделанном человеком. И вот спасена, вылечена и уже зажигает с друзьями в семье в Европе. Она удивительная, жизнерадостная, умна и смышленна, благодарная, любвеобильная щенулька. Разве можно было такую не спасти? Передержки таких отмечают собак и нелегко расстаются, но желают им только счастья, провожая их в будущее. Будь счастлива, малышка Леся. Теперь о серой, обычной, мало чем примечательной собачуле, которую мне показали в ППЖ на одном фото. Чутьем понимала, что навряд ли пристроится слишком обычная, назвала ее Марфа. За годы спасает тысячи, конечно же, уже мы знаем, у кого какие шансы на пристрой. Но также понимала, что если не возьму я, то не спасут ее, пропадет, не жить ей. 2,5 года назад. Так и жила на передержке все эти годы. Собака умная и себя в обиду не даст. Больших собак построит, маленьким разрешит на себе попрыгать. Одним словом, с характером и достоинством. Приехали к нам недавно на передержку две наши подписчицы-собачницы Татьяна и Ирина выбрать собаку. Умерла у них старенькая собачка, и оставшемуся кобельку, чтобы было не скучно, они решили взять девочку. Недолго они выбирали. Марфа сама вышла к ним. И хоть была она в неприглядном виде, в линьке, Татьяна выбрала ее. Марфа с новой хозяйкой собралась домой, счастливая. Вот так редко, но случаются чудеса. Не зря она ждала своего человека. Марфа дождалась. В новом доме через пару дней, освоившись, она объяснила домашнему кобельку, кто теперь главный. Все поняли, согласились, что она теперь главная, и мирно зажили. Живут на даче. Помыли, расчесали, похорошело. Кругом природа, лес, много гуляют. Спасибо, Татьяна, за выбранную Марфу, за девчушку, которую мне сложно было пристроить. Спасибо, что хорошо о ней отзываетесь, хвалите, любите. Спасибо. Ну вот, Марфа вместе с моим псом Тимом. Марфочка улеглась, Тимка ее уговаривает пойти побегать, похулиганить.
Вот у нас такой большой двор. Тут у нас места очень много. Вот, Марфе есть где развернуться. Вот, рядом лес через дорогу прямо. Так что мы... Вот, Тимка на спинке лежит, а Марфа ходит за мной. Марфуточка. Ну, а вторая женщина, Ирина, тоже уехала не с пустыми руками. Она выбрала мелкашку у Наташи. Так что и коротколапка нашла свою семью. Если б так разбирали у нас собак, то мы бы смогли спасать больше и без страха, что они у нас зависнут. А вот пушистую, хоть и трусливую девочку Флоки я спасала с меньшей тревогой о ее пристройстве. Очень красивая, нежная, обворожительная. Конечно, понимала, что на социализацию уйдет время. Конечно, всегда напрягает отсутствие индивидуальных передержек для таких боязливых, трусливых собак. Пристроить несоциализированную практически невозможно. Ни у кого нет времени терпеливо заниматься адаптацией. Такие собаки зависают на года. Но Флоке повезло. Ее красота ее спасла. Семья, увидев ее, уверенно сказала: «Мы справимся». А после грумера она еще больше расцвела. И вот семья взяла ее третьей собакой, где она быстро научилась у своих сородичей не бояться, а радоваться жизни. Научилась ходить на поводке, они много гуляют, семья много времени проводит с собаками. Все хорошо у нашей Флоки. Будь счастлива, бывшая узница ППЖ, которая боялась сородичей, пряталась вдали вольера, да и к людям не особо бежала. Super. Klasse. Klasse. Viele Menschen. Blätter. Hund wollte ich filmen, nicht Menschen. Klasse machst du das. Speedy. Barry. Ну-ка, расскажи про себя что-нибудь. Расскажи, откуда ты? Откуда ты такой красивый? Откуда ты такой конопатый? А? Откуда ты такой добрый? Откуда такой сладкий? Ну, рассказывай давай. Ну, маленький такой, хороший. Дай лапу. Лапу дай. Ой, да он даже лапу дает. Говорит, найди мне маму, папу, говорит. Я хочу уехать отсюда. Гарика я спасала из ППЖ давно, года 2 назад. Говорили, что его сдал хозяин. Добрый, бывший домашний, сидел он в вольере, не понимая, зачем и за что он там. Помню, что хромала ножка у него. Забрала я тогда его. Как он радовался, когда его выводили из вольера. Это надо было видеть. Свобода. Он и на передержке в последующем всегда был веселым, игривым и душой компании. Вот и попросила я за него помочь пристроить.
Сколько же можно сидеть на передержке? Теперь у него есть семья. Теперь его любят. Будь счастлив, добрый, неунывающий Гарик. Рыженькую собачулю-подростка Пудру, так его назвали, спасла я этой зимой. Тоже дрожал в вольере, оказавшись с большими собаками. Случайно увидела на видео где-то под решеткой, только мордочка торчала. Все как всегда. Очень дрожал и боялся. По прилету в Москву тоже прятался на передержке, тоже приходилось приучать к поводку, и давалось это ему очень непросто. Но спасибо добрым людям, которые рассмотрели в этом ребенке тонкую трепетную душу и захотели подарить ему любовь и заботу. Такой индивидуальный подход всегда лучше любой массовой передержки, и социализация происходит быстрее. Mamas Junge. Как вы помните, в феврале этого года приехали ко мне бурятские собачули. И вот, первому ребенку повезло быстрее всех уехать в семью Татьяны и Игоря в Питер. Это наш Бимка. Какой же он радостный и счастливый, в заботливых руках. Бегает на даче. Его ждали, готовились, его любят. И он с благодарностью отвечает им тем же. Все счастливы, а я-то как счастлива. Теперь о замечательном, пушистом, черном мальчишке средних лет. Это Грант. Он точно знает, что такое быть домашним. У него умер хозяин. И 2 собак родственники сдали в ППЖ. Грант и Гера. Спасла я их обоих 1,5 года назад. Замечательные они. Но бывши домашним тяжело жить в большой стае собак. Они ведь особенные, и они переживательные, они все понимают. Поэтому таким очень хочется быстрее найти семью. Но быстро не получилось. 1,5 года поиска. И вот только сейчас получилось найти такую семью, где о Гранте заботятся как о ребенке.
Пойдем. Пойдем пописькаем немножко, а потом в комнату. Айда, Грант, пойдем. Пойдем, айда, вставай. Встал. Ты что, мать, скажи? Грант, солнышко, ну пойдем. Спать, ты чё? Долгий путь пришлось пройти Гранту. Даже пожил в семье наших якутят, мархи и персы в Германии, где они его хорошо принимали. Успел съездить в короткое путешествие с хозяйкой Аллой, и все это до того, как ему нашли подходящую для него спокойную, любящую семью. Как же я рада, что и этот настрадавшийся ребенок наконец-то обрел свой дом, своего человека. Теперь я за него спокойна. Я благодарю за участие в его судьбе такую чуткую и ответственную Аллочку, которая много сделала для мальчишки. Много пришлось поездить, повыбирать семьи по городам, чтобы сделать его наконец-то счастливым. Спасибо ей большое. Hallo, Candy. Candy. Schau, der böse Wolf guckt raus. In die Ohren hauen, wenn es ausschaut. Machen nicht die mit dir? Haben wir schon wieder so einen kleinen Fussler? Okay. Ja. Nee. Jo. Doch. Digga, was machen sie denn mit dir? Was machen sie denn mit dir? Kriegen wir das mal rum, du? Länger machen. Achso, ist ja gut. So, warte. Was machen sie denn mit dir? So, gucken mal. Друзья, все эти счастливые истории случаются благодаря нам с вами. Благодаря вашей поддержке я спасаю. И это является началом их новой жизни. Если вы поддерживаете спасенных до их пристройства, откликаетесь на финкураторство, то получается спасти больше. Поэтому я всегда вас прошу о поддержке ежемесячной каждой вывезенной собаки. Когда помощь уменьшается в разы, как летом, то нет и новых спасенных. Только думаю, как прокормить имеющихся. Друзья, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что помогаете. И очень прошу, не забывайте о них и летом тоже.